Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Сегодня в программе. Ураган прошел, а следы остались. Бок о бок сотрудники МЧС, ДСУ и военнослужащие расчищают территории после урагана. В Сухуми из-за сильного ветра пострадало 10 столичных школ и 9 детских садов. 24 часа в сутки мэр Сухума Бесланешба провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. МЧС Абхазии предупреждает, спасатели настоятельно просят граждан республики и гостей Абхазии ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм. Томограф будет. В ближайшие дни ожидается приезд специалистов, которые проведут все необходимые работы и запустят компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил Гудаутский ковидный госпиталь. На сегодняшний день здесь не требуется открытие дополнительных отделений. Эдуард Будба обсудил с руководством больницы возможность увеличения медперсонала в связи с ростом числа больных COVID-19. При необходимости в госпитале может быть открыто дополнительное отделение для ковидных больных и направлены дополнительные бригады медиков, сообщил глава Минздрава. В кабинете компьютерной томографии Эдуарду Будба рассказали о том, что из-за технических сбоев аппарат компьютерной томографии пока что не удается использовать. В ближайшие дни ожидается приезд специалистов, которые проведут все необходимые работы и запустят КТ. Согласно распоряжению президента Аслана Абжания о мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 с 5 июля 2021 года запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общественного питания. Абхазское телевидение намерено следить за тем, как выполняется данное распоряжение. Наши корреспонденты будут проводить съемки в соответствующих местах и посвящать свои сюжеты этой важной теме. Трагическая новость. Российскую туристку и троих ее детей унесло в море. Об этом сообщает МЧС Абхазии. 36-летняя туристка из Санкт-Петербурга Тамара Молчанова и ее дети 3, 5 и 7 лет отдыхали в Гагарском районе. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в шторм. Высота волн достигала 2 метров, но Тамара Молчанова направилась с детьми купаться в реке Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия в экстренном порядке прибыли спасатели и водолазы. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, а мать и 2 детей унесло в море. 2 остальных детей удалось спасти уже из моря. Гагарские спасатели экстренно мобилизировали один из прогулочных катеров, на борт которого из воды подняли детей. Однако самый младший ребенок уже был мертв. Девочку 7 лет спасатели МЧС Абхазии готовят к транспортировке в 9-ю детскую больницу Сочи. Поиски Тамары Молчановой продолжаются. МЧС Абхазии настоятельно просят граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм. Спасатели МЧС Абхазии отыскали и доставили домой 80-летнего жителя села Черниговка Гулрыбского района Эмира Гвинжилия. Накануне сельчанин пошел за скотиной, однако в дороге у него отказали ноги. Всю минувшую ночь Гвинжилия провел фактически в лесу неподалеку от реки под открытым небом. Спасатели обнаружили его утром и отвезли по месту проживания. Кладем. Все. 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 Я в машину должен оставаться.
Посольство России вновь обращает внимание россиян, отдыхающих в Абхазии, воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено. Несоблюдение правил безопасности на воде влечет прямую угрозу жизни и здоровью людей. Будьте внимательны к себе и своим близким, говорится в сообщении. О последствиях урагана в Сухуми из-за сильного ветра пострадало 10 столичных школ и 9 детских садов. В детском саде Алашара уже второй день работают сотрудники Дорожного строительного управления администрации города Сухум, МЧС и военнослужащие. Подробности в репортаже Сарии Кварцхеля. Ураган не обошел стороной и детский сад Алашара. Двор детсада – доказательство разрушительности стихийного бедствия. Вихрь повалил десятки деревьев и вывернул корни наружу. Благоустройство территории повреждено. Дворовая территория сильно повреждена. Здесь будут большие работы вестись в дальнейшем, чтобы наши детки выводились на улицу. Кровля пострадала, но мы в первый же день смогли устранить эту проблему. Наши же рабочие. Вода не протекла, все комнаты, все помещения, в которых дети воспитываются ежедневно, они не пострадали. Сотрудники Дорожного строительного управления администрации города Сухум на месте проводят работы по расчистке территории. А именно, распиливают упавшие деревья и вывозят за город. Задействованы 4 единицы техники, 3 грузовика и трактор. Часть техники, одну из техник нам помогло, Абхазберегозащита помогает тоже при вывозе для того, чтобы более быстро и оперативно выполнить эти работы. Данные работы сегодня мы планируем завершить. Они будут завершены, и вся эта территория будет очищена от всех поваленных деревьев полностью. Вот уже второй день бок о бок с сотрудниками МЧС и ДСУ работают военнослужащие. Минобороны страны подключились к ликвидации последствий урагана. 3 дня назад поступило к нам сообщение, что необходима наша помощь, после чего мы сразу все вместе собрались, конечно же. Это для нас общее дело. Мы то и делаем, что и служим, и защищаем нашу родину, и, соответственно, пришли на помощь. Мы устраняли, так сказать, ветки различные, очищали дороги, очищали проходы в детские сады, школы и так далее. С какими сложностями вы сталкиваетесь? Честно говоря, для нас это не является никакой сложностью, когда мы вместе. В Сухуми из-за урагана пострадало 10 столичных школ и 9 детских садов. В каждом из них на сегодняшний день проводится расчистка территории. Контроль над работами ведут столичная администрация и управление образования Сухума. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Движение троллейбусов в Сухуми возобновится не ранее, чем через 20 дней. Об этом сообщил директор Департамента по управлению транспортом и организации движения Тимур Абгадж на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия в администрации столицы. Тимур Абгадж подчеркнул, что троллейбусные линии особенно сильно пострадали на Маяке и Кадорском шоссе. Только по Кадорскому шоссе повреждено 28 столбов. Также от упавших деревьев сильно повреждены провода и перетяжки. Основной ущерб произошел именно по Маяку и Кадорскому шоссе. На Кадорском шоссе до сих пор идут работы. Нашим работникам нужен кран, чтобы поднять упавшие столбы, отметил Абгадж. Мэр Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Начальники служб города доложили о текущей ситуации. Электро- и водоснабжение по всему городу будет восстановлено в течение дня. Мэр поинтересовался у представителя МЧС по охране города Сухум обращениями граждан, у которых во время урагана пострадали машины. На сегодняшний день сотрудники МЧС выезжали по 4 случаям повреждения автомобилей, и еще 4 граждан обратились сами в МЧС, но не предоставили пока все необходимые документы. Мэр отметил, что справки должны быть составлены в ближайшее время, чтобы в дальнейшем пострадавшим можно было оказать помощь. Позже обратиться мы не сможем установить факт, что это произошло в результате стихийного бедствия. Начальник СОЭС Тимур Джанджоли доложил, что завершаются работы по восстановлению энергоснабжения в районе Маяка. В этом районе также не работает троллейбусное сообщение из-за обрыва проводов. Помимо Маяка, где у нас еще острая ситуация?
Вот таких больших проблем больше у нас нет. Остались мелочи. По Сухуму троллейбусы уже ходят по другим направлениям. Новый район Рынок и старый поселок Рынок. Все опоры, которые будем ставить по Кудорскому шоссе для обеспечения троллейбусной линии, они должны быть выполнены качественно. Начальники домоуправлений доложили о текущей ситуации по ремонту кровли домов. ديفكت كواكت كما كان زي حرفون ذا سخافات عشان شو حازي بشي أحزت كوادراتورة زي حرف حزت زسترويا أحزت عدلي بدويسي 34 частично حيخز اختربشي جونو 86 اختربشي Джона 86 шалгам, 86 халм, ребята туда пришли, там вопрос в чем? Само покрытие, которое сейчас есть шиферное, оно уже обветшало. Эй, нас? Захинджера ялс, в принципе, информация по зиге штах в гидах усурокам юбков макяна яджу. А Вардания бишба яджу, а гирткам... Яджу ак Вардания бишба? Да, лес привезли, домой. Было Шахарана, новый район, мы Хаска, Мурахина, Вилана. Ну, в основном зиге Япушный, Каптаз, Алгац и Хагзан, Ялгац, Абра, Фринука, Амханео, при капитальный ремонт Хахявца, я не массиву местаю Амшкар Пиенер, Яхнахи. Яхнах? Ой, Акиадный Назаров. Мэр Сухума поручил в течение дня предоставить данные по площади кровель пострадавших многоэтажных домов. Астаму Рашева проинформировала о ситуации по детским садам. По уточненным данным, пострадало 7 детских садов. Уже завтра все они смогут принять детей, кроме сказки. Там для ликвидации последствий стихии понадобится еще 1 день. По школам самая сложная ситуация в 7-й средней школе. Одно крыло школы осталось без кровли. Детские сады, за исключением детского сада «Сказка», будут принимать детей. Всех. По детскому саду «Сказка» я не знаю, как восстановится, как электричество. Из самых сложных ситуаций этот вопрос 7-й школы. Там порядка 300 квадратных метров кровли снесло полностью. Что касается учреждений медицины, также пострадала крыша республиканской детской больницы. Во многих детских садах упали деревья, которые давали тень в солнечную погоду. Беслан Ишба отметил, что сажать деревья будут во всех местах, где они упали, но сначала надо устранить более сложные проблемы с жизнеобеспечением города. В тех местах, где вырваны деревья, в обязательном порядке мы будем там высаживать, независимо это детский сад, школа или проспекты, наши улицы, так или иначе. Это мы чуть позже этой задачей займемся. И поговорим еще со специалистами, в какой период лучше что-то сажать. Все это восполним. Директор муниципального управления благоустройства Саид Курипа проинформировал, что уже завтра уберут все деревья, которые упали на строения или дома, в том числе частные. Также уличное освещение по всему городу восстановят в течение сегодняшнего дня. Завершающие работы проводят по Гадорскому шоссе, где наиболее пострадали столбы и линии электропередач. Также вода будет подана жителям Киласура, Синопа и других районов, где получают воду от Киласурской водонасосной станции. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. Стихийное бедствие, произошедшее 4 июля, коснулось всей республики и нанесло серьезный ущерб энергосистеме нашей страны. Основной причиной повреждений линий и опор электропередач стало огромное количество поваленных деревьев, в результате чего были повреждены линии электропередач, вследствие чего практически все население республики оставалось без подачи электричества. Работы по устранению ущерба начались незамедлительно. Были задействованы все службы РУП Черноморэнерго, как центрального офиса, так и в регионах. Благодаря слаженной оперативной работе сотрудников компании, которая за 3 суток не останавливалась ни на минуту, энергоснабжение страны было восстановлено практически по всей территории. Большая часть повреждений была устранена к вечеру 5 июля. Работы по восстановлению энергохозяйства страны продолжаются, так как не все очаги аварии еще удалось ликвидировать. Также ведется подсчет нанесенного ущерба. По окончании его размер ущерба будет обнародован. Особую благодарность хотим выразить сотрудникам МЧС,
МЧС, МО, а также всем коммунальным службам страны, без участия которых восстановительные работы были бы невозможны. Хотим особо отметить работу сотрудников СУЭС, которым в тяжелейших условиях удалось на данный момент ликвидировать большинство очагов аварий в энергосистеме столицы, пострадавшие более всего. К другим новостям. 7 золотых медалей и 2 серебряных. 9 выпускников абхазских школ получили награды в торжественной обстановке. Министр просвещения Инал Габлия вручил медали выпускникам в живописном уголке Сухума в ботаническом саду, где собрались родители и друзья медалистов. Некоторые из них уже являются студентами высших учебных заведений. Сегодня чувствую такую радость, облегчение, наверное, даже и гордость. Да, гордость за то, что 11 лет достойно отучился. Все-таки не только я с собой горжусь, поэтому мне вдвойне приятно, еще родители, друзья тоже. Собираюсь поступать в Москву. Я, вернее, уже даже поступил в финансовый университет при правительстве. И на факультет международной экономики, думаю, вот буду учиться. Пока планов у меня больше нет. Настроение хорошее, немножко трепетно и волнительно, потому что сегодня очень ответственный и важный день. Поддержать пришли все члены семьи, все болеют, снимают, держат кулачки, чтобы все было хорошо, чтобы все прошло хорошо. Хочу выразить благодарность педагогическому коллективу Бомборской средней школы во главе с Асмыр Мариной Георгиевной, с моей первой учительницей Черекбаемой Владимировной, с классным руководителем РУРО Елизаветой Калистратовной, потому что они заложили основу, благодаря которой сейчас мы находимся здесь, и мы получили эту золотую медаль. Я уже поступила по Россотрудничеству, город пока неизвестно, на лечебное дело. Несомненно, окончить школу на золотую или на серебряную медали, за этим стоит большой многолетний труд, который проделали школьники, труд их учителей, педагогов, а также труд их родителей, которые за них переживали, волновались. Я думаю, каждый из сегодняшних выпускников благодарен им за это. Подведены итоги онлайн-конкурса художественного чтения новелл известного абхазского писателя и новеллиста Михаила Лакарба. Конкурс проводил Союз писателей Абхазии в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 120-летию со дня его рождения. Дипломом первой степени награжден ученик 10 класса Сухумской горской средней школы имени Лакоба Владислав Шурдулава. Дипломом второй степени студентка 2-го курса филологического факультета Абхазского государственного университета Милана Гицба. Дипломами 3-й степени награждены студентка филологического факультета АГУ Сария Барцба, учащиеся Сухумской средней школы номер 1 имени Шинкуба Астан Агрба и Рада Барганджи. Ученица Азюбжинской средней школы Учимчирского района Аннелла Доча и ученица Бзыбской средней школы Гагарского района Мадина Хагуш. Жюри также учредило приз в номинации «За любовь к литературе», который был вручен ученице Сухумской средней школы номер 8 имени Ладария Сырме Гемуа. Победителям онлайн-конкурса вручат дипломы и памятные подарки. Творческий вечер писателя, художника, лауреата Ахтапша 3-й степени Владимира Михайловича Делба прошел в Национальной библиотеке имени Папаскир. В мероприятии приняли участие посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, министр финансов Владимир Делба, представители Россотрудничества, друзья писателя и общественность. Владимир Делба – абхазский поэт, прозаик, эссеист, пишущий на русском языке. Его книги – это воспоминания автора о детстве, юношеских годах, о друзьях в Сухуме. Многие его герои – реальные жители города. Участники встречи отмечали, что книги автора читаются легко и интересно. За короткий период я прочитала все книги, которые имеются у нас в нашей библиотеке. Это «Амра», «Галеон моей юности», это «Апсна», «Обитель души моей», это «Сухумский стереоскоп», это «Звездная пыль моих воспоминаний» и многие другие. Книги Владимира Михайловича читаются очень легко, интересно. И что самое главное в его книгах,
это богатый юмор. Владимир Делба – автор книг «Сухумский стереоскоп», «Амра», «Галеон юности моей», «Апсны, обитель души моей» и многих других. Владимир Делба не так давно стал писать рассказы и воспоминания о Сухуме и сухумцах. Сначала 3 его рассказа были опубликованы в Америке в одном из русскоязычных журналов. «Тетрис», «Синестезия в стиле стаккато джаз», 3-я крупная авторская работа Владимира Делба, 1-я книга «Сухумский стереоскоп» была презентована 27 сентября 2012 года в день освобождения Сухума. Первую книгу в таком возрасте, так неожиданно для читателей наших он написал. Это было удивление, конечно, удивление. И с удовольствием была она прочитана, потому что все так было знакомо о нашем прошлом, о нашей жизни, об окружающей среде. Но с каждой книгой чувствовалось, что мастерство растет, и человек превращается в большого настоящего писателя. 75-летием видного писателя поздравил посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Больше всего хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, семейного благополучия, это помимо доброго здоровья, и чтобы над страной души, над Апсны всегда было мирное небо. А Российская Федерация и в моем лице, в лице всех моих коллег, которые присутствуют на вашей территории и вне вашей территории, постарается сделать все, чтобы обеспечить оборону и безопасность вашей республики и, соответственно, благополучие всего абхазского народа. По образованию Владимир Делба художник. Он многие годы оформлял книги и обложки журналов. На творческом вечере была представлена книга писателя «Я счищу, как старую краску, печаль». Книга, изданная в 2020 году, в оформлении которой использованы рисунки самого автора. Первую часть книги занимает поэзия, а вторая раскрывает читателям образы людей, известных всем жителям Абхазии. Нелли Тарба, Тарас Шамба, Гиви Смыр, Баграт Шинкба. Владимир Делба ответил на вопросы участников встречи и поделился планами. Я прошу небеса, чтобы мне дали срок, дали силы. Я хочу написать книгу, не знаю, что это может быть, но это в прозе. Проза для меня более знакомый, более приемлемый жанр, и на фоне событий, трагических событий 30-х, так сказать, годов, начиная с 30-х, 40-х, вот эта черная полоса в истории Абхазии, она ни одну семью не обошла. На творческом вечере, посвященном 75-летию Владимира Делба, от представителей фамилии выступил министр финансов Владимир Делба. Весь его жизненный путь, он, скорее всего, еще не до конца изложен в книгах. Он нам хочет показать, каким должен быть мир, каким он видит Абхазию, каким он видит нашу столицу. И знакомясь с его произведениями, несомненно, можно сделать такой вывод, что все еще только началось. Читатели тепло отзываются о творчестве автора и с нетерпением ждут его новых произведений. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Любители футбола уже запаслись пивом и чипсами. Сегодня, 6 июля, сборная Италии встретится с национальной командой Испании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22 часа по московскому времени. Посмотреть игру Италия-Испания можно будет на телеканале «Россия-1». И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 6 июля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.